Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, огромное спасибо за ваши лайки и за ваши добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто и что постучит в вашу дверь прямо сейчас? Ну, прямо сейчас мы возьмем самое ближайшее время. Мои дорогие, настраивайтесь на гадание, посмотрите на песочек мысленно, либо вслух, задайте такой вопрос. Кто и что постучит в мою дверь прямо сейчас? Прямо сейчас можете даже и время загадать. Но не загадывайте прямо сейчас, это не нужно. Чуть побольше возьмите времени, там 2-3 дня, недельку можете взять. Все это у нас как бы условно идет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю назад. И прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и раскрыть тайну. Итак, кто, что постучит в вашу дверь прямо сейчас? Так, ну что, мои дорогие, я вижу друзей, я вижу гостей, я вижу шумную компанию. Будет весело, но это, знаете как, 4-8 человек, это не будет слишком много, но и в то же время будет вот именно такая душевная, теплая компания. Я вижу, вы веселитесь, я вижу, вы общаетесь, я вижу, вы хорошо проводите время, вам весело, тут и песни, и какие-то шутки, и вот прям, знаете, как через край у вас все идет. Очень хорошее время, вы рады, вы счастливы, одни улыбки у вас идут. Тут, кстати, и танцы, я вижу, будут, все у вас будет. Так, это вот прям самое какое-то ближайшее время, что-то вы празднуете. И это может быть как какие-то душевные, семейные посиделки, так и, например, на работе с коллегами, либо просто вот встретитесь с какими-то хорошими, добрыми друзьями. И еще я вижу у вас сердечный вопрос. То есть, смотрите, у кого-то будет встреча с любимым человеком, вот прям, да, любимый человек к вам спешит, причем спешит он не с пустыми руками, что-то он для вас приготовил, что-то небольшое, либо цветочек какой-то очень красивый, да, маленький букетик, какой-то маленький подарочек, а у кого-то просто мужчинка спешит, например, с бутылочкой какого-то хорошего винишка, да, с вкусняшечкой, вот такое вот идет. Так что, мои дорогие, с любимым будет встреча. Здесь я вижу у вас небольшую рыбку. Рыбка такая, знаете, маленькая, но она плывет к вам. Она плывет к центру. Это совсем скоро. Небольшая денежка придет к вам в ручки. Небольшая, это у кого-то, может, и зарплата придет, да? Но у большинства, конечно, вот какая-то маленькая сумма, незначительная, но тем не менее достаточно приятная, вам очень-очень это понравится. Здесь я вижу новости о человеке, который вам когда-то очень сильно насолил, причинил какие-то неприятные моменты, навредил, нагадил, скажем так. Узнаете, что человеку бумеранг прилетел. В другой бы момент, может быть, вы и порадовались, да, но теперь вам почему-то станет грустно и даже немного жаль этого человека. Кто-то скажет, я предупреждала, да, я говорила, а меня почему-то не послушали. Так, еще я вижу разговор с человеком издалека. Вот прям разговор будет, это может быть... прям по телефону будете говорить, да, либо вот в мессенджере, да, по видеосвязи, потому что вы человека видите, но человек далеко, он как бы не четко прорисовался. Вижу, будете общаться, будете разговаривать и будете вы обсуждать какой-то вопрос, причем будете очень долго болтать, возможно, про всех друзей поговорите, про все обстоятельства, друг другу расскажете. Очень такой какой-то затяжной, длительный разговор, именно вот, либо телефон, либо мессенджер. Я тут четко не скажу, но вижу, что вы общаетесь. Так, еще я вижу у вас поездку какую-то интересную на автомобиле. Кстати, мои дорогие девочки, вот кто смотрит
Здесь, вот если вы водите машину, будьте аккуратны, особенно в темное время суток, потому что я вижу, что кто-то сзади к вам, к вашей машине подкрадывается, понимаете, человек, которого вы можете там, не дай бог, не увидеть, да, я не вижу тут какой-то катастрофы, но вижу неприятный момент, может быть. Если песок показал, значит, это можно избежать. Так что, мои милые, берегитесь, потому что кто-то может прям, как, знаете, как подлезть там, да, в темноте, да еще вот... Может, вы где-то будете в незнакомом месте, да, то есть берегитесь этой ситуации и всегда лучше, ну, скажем так, проверяйте вот несколько раз, да, перепроверяйте и, ну, не спешите там трогаться, особенно назад сдавать, потому что, ну, есть человек сзади, он как фантом вообще выглядит, да, вот какой-то незаметный. Так, поездка эта у вас будет достаточно интересной, возможно, куда-то поедете шопиться, может быть... Даже дела кто-то поедет решать. Там у вас прям, знаете, как... Ну, я не буду говорить, что у вас там прям все ладненько пойдет. Чего-то найдете, чего-то потеряете. Ну, я имею в виду, там время, может, где-то убьете. Но при этом вы тоже останетесь в плюсе. Это будет такая поездка, знаете, ну, из серии... Могло быть лучше, да? Могло бы быть и лучше. Что я хочу вам посоветовать? Я вижу на пути в эту поездку, да, вы как-то то ли не договорились с кем-то, то ли не спланировали все, что-то можете забыть, что-то можете там не доложить, не взять, да, как-то не рассчитываете, может быть, время. Здесь очень важно вам именно все просчитывать и наперед, да, наперед прям просчитывать там чуть ли не по минуточкам и все перепроверять. Все, что вы с собой берете, все нужно проверять. Так, еще я вижу, у вас тут кто-то придет с каким-то, не знаю, то ли подарком, то ли возвращает что-то. Человек возвращает вам, может, денежку, может, вам что-то заносит, какую-то вкусняшечку, подарок, не знаю, там что-то вам заносит, предлагается. И причем человек даже не столько вот хотел бы вам что-то дать, вернуть, да, сколько хотел бы на вас посмотреть, потому что этот человек, он, ну, соскучился по вам, да, если мужчина, то у него есть к вам определенный очень яркий интерес. Вот, если женщина, то у нее тоже в голове какой-то интерес к вам, причем такого, знаете, немножечко шкурного характера, да, что-то она от вас хочет. Не зря она к вам заглянет, что-то у нее будет еще двойное, что-то, да, что-то она типа дает, ну и при этом начинает там просить, выпрашивать. Такая ситуация пойдет. Так. Здесь интересные дороги. У вас прорисовались они две, но они какие-то вот как будто бы по одному делу. То есть придется либо 2 раза ехать, либо в несколько дней будет такой заезд туда, поедете, вернетесь, потом еще раз поедете. Но важно не это, а важно то, что результат будет. Очень хороший результат, я вас вижу. Прям вы порадуетесь результату. Первый раз, конечно, будет как бы пусто, но опять же таки, да, там 50 на 50. То есть что-то вы, может, узнаете, что-то вы в следующий раз подготовитесь. А в следующий раз это уже будет достижение, вы получаете. Вот такая идет ситуация. Так, еще я вижу, здесь много разговоров пойдет. Разговоры будут по работе, скорее всего. Вы будете что-то вот думать, обсуждать. Кто-то вообще намеревается поменять место. И у вас будут предложения, да, вот вам будут накидывать предложения, а вы будете выбирать. И честно скажу, предложения, ну, они все выглядят как-то странно, как будто бы пустые к вам идут. Но на самом деле там есть одно предложение, о котором следует подумать. Это предложение скажет человек, который меньше всего, ну, не знаю, он либо меньше вас ростом, либо младше, либо человек, с которым вы меньше всего общаетесь. Да, вот как-то неожиданно, от неожиданного человека поступает вам предложение. Такая идет ситуация. И еще важный момент. Я вижу, что вы решите какое-то дело, которое вот вас тяготило, да, скажем так, тяготило. Это может быть как вы с кем-то, например, поссорились, да, и возможность примириться у вас будет, либо ну, как никак не получалось закончить, да, что-то вы откладывали в долгий ящик, и вот это дело наконец-таки придется решить и разрулить. Вот так вот идет. И тут еще преодоление определенных препятствий на вашем пути. Есть какие-то моменты, это, скорее всего, именно моменты, это не люди, это обстоятельства, скорее всего, которые вам мешают свободно двигаться, да, к цели, которую вы себе там намечаете. И
вы вот, знаете, как-то вы шли, да, доходили до препятствий, вы его всегда раньше обходили. А здесь я вижу, что вы вот реально как-то психанете и пойдете вот прям, несмотря ни на что, вопреки пойдете и порешаете все дела. Ну, какую-то новую себе тропинку просто вот проложите, да. Я вот вижу, как вы прокладываете себе новый путь, и причем такой достаточно, ну, яркий и успешный. А вообще мне ваш песок очень и очень нравится, потому что я вижу, что у вас, у многих вот девочек особенно, будет прям такое, знаете, очень жаркое время с любимым человеком, либо знакомство с человеком, который к вам горит. Потому что я здесь вижу цветок, но цветок горит, понимаете, он горит огнем. И глаза вот прям, понимаете, такие вот страстные, они прям просто вас поедают. Кто-то будет поедать вас взглядом, но у кого-то прям такая безумная страсть будет. Вот этот цветок прекрасный, он будет просто пылать ярче любой звезды. Вы знаете, вот как безумная страсть у кого-то случится в самое ближайшее время. И я так скажу, вы вот просто, знаете, вы ничего не ждете от этой страсти, да. Ну, если с мужем, то понятно, да, будет хорошо и то, да. Ну, как с мужем оно-то понятно, всегда хорошо. А если это будет случайная какая-то связь, ну, вы не ждете ничего, вы не ждете предложения, продолжения, но вас это безумно, ну, заводит, да, вам это безумно нравится. Вы почувствуете себя именно вот какой-то любимой и живой. Так, сейчас еще посмотрим, что у вас тут у нас расскажет песок. Самое ближайшее время покажите нам высшие силы, что ждет девочек, которые смотрят. Так, ну, я надеюсь, видно, да, буква Б, очень большая буква Б у нас выходит, причем она двойная выходит, и эта буква означает, ну, богатство, понимаете, богатство. У кого-то это будет в прямом смысле слова, денежка пойдет. Ну, даже не так, чтобы денежка пойдет, а то, что вы путь к себе, к богатству, потому что все-таки здесь какой-то витиеватый путь получается. И подкова вот прям на данный период, она еще не перевернулась, она к вам еще не перевернулась, но она уже нарисовалась, и это хорошо. Но у кого-то, например, богатство это будет не по финансам, не по деньгам, а по, например, любви. Любовь, счастье, вот все, что с этим связано, да. То есть очень богатый внутренний мир, очень богатые, скажем, жизнь богатая на хорошие обстоятельства. Понимаете, в любом случае я трактую для вас это как счастье, как большое достижение и большой успех. Мне нравятся здесь деревья, мне нравится здесь картинка, которую я вижу, она очень полноценная, и она еще и вас показывает, понимаете, вы очень красивая такая вот статуэточка просто, да. Вот у кого-то, кстати, возможно, вот прям, не знаю, девушка будет собой восхищаться, да, несмотря ни на что. Вам будет нравиться, как вы выглядите, как блестят ваши глаза. Может, какая-то новая одежда, вот что-то будет вас очень сильно украшать, и вы будете этому счастливы. И я вижу очень такой витиеватый путь ваш, но этот путь, он, понимаете, он ваш, и он делает вам успех. Здесь будет восторг, очень какой-то дикий восторг у вас, прям будете как ребенок хлопать в ладоши и восхищаться тому, что происходит. Здесь просто такой огромный восклицательный знак вышел, а под ним, ну, чаша, причем наполненная, понимаете. Эта чаша, она как и говорит о деньгах, так и она говорит о каких-то невероятных эмоциях. То есть здесь, конечно, вот прям подъем по настроению пойдет, и в душе у вас вот прям действительно вот как весна наступает, понимаете, какое-то счастье, какая-то радость, предвкушение, понимаете, вот момент тоже предвкушения есть, вы ждете что-то прекрасное, и это прекрасное просто вот врывается в вашу жизнь, какой-то теплый ветер перемен, не знаю, как это можно назвать. То есть я чувствую ваши ощущения, но объяснить, вот знаете, даже слов не хватает объяснить, насколько это необычно и ярко. Так, любимый человек. Смотрите, любимый человек с предложениями будет к вам выходить. Предложения будут, ну, равнозначные, скажем так, да. Но, тем не менее, человек будет делать. Будет, скажем так, накидывать для вас варианты так, либо так, вот как вы там выберете, как вы решите. Будет стараться. Любимый человек здесь старается, очень старается. Вижу весточку. Весточку вы получите интересную, значимую, весточку о каком-то шансе, возможности. Что-то вы будете прям очень глубоко рассматривать, потому что здесь чашка вышла, чашка полная.
То есть я вот в этом воске, вот прям постучу, да, я вижу такие наполненные события, я вижу радостные события. Кстати, очень активная какая-то жизненная позиция у вас пойдет, и вы будете вот прям себя активно очень проявлять. И прям динамика в жизни, начинается динамика. Если где-то был какой-то раньше застой, то все, мы двигаемся, мы вперед, мы летим. Тут еще у вас какая-то подвешенная ситуация была, которая вас блокировала, просто вот тупо блокировала, да. Эту ситуацию вам другой человек вам может пройти. Человек этот новый совершенно, с кем-то вы познакомитесь, с каким-то необычным человеком познакомитесь, который поможет решить вам какую-то тупиковую ситуацию, которая вот как крюк, видите, крюк, на котором вы висели, который вас не пускал к достижению, и человек вам помогает. Человек для вас открывает какой-то альтернативный путь, который, ну, действительно, он ведет вас к вот этой букве «Б», понимаете, как ни крути. Есть еще такая ситуация, когда вы узнаете о человеке, который в очень сложном положении, в очень сложном, но человек очень скромный, он это скрывает. И я вижу, что вы попробуете помочь. И, ну, я даже не знаю, как вам это сказать, да, человек, скорее всего, будет отвергать вашу помощь, но при этом, но он будет счастлив, либо она, что вы, например, обратили внимание, что вы помогаете. Честно, здесь ситуация неоднозначная, она очень плохо прорисованная, поэтому я совет давать не буду. Вы уж поступайте по совести, и как вам пока подскажет ваша интуиция, ваши ощущения. Так, человек на букву «С». Человек на букву «С», ну, скажем, учудит какое-то чудо, да? Чудо чудное, диво дивное. То есть это человек что-то будет вот с деньгами вытворять, причем достаточно крупной суммой. Либо он вам ее даст, либо он у вас будет ее просить, либо даже не знаю. Тут такая ситуация, что этот человек к вам заходит именно с этими деньгами, и он, либо она, кстати, да, это буква «С», пытается вас на что-то, например, не знаю, подговорить, подбить, да, возможно, вот такие моменты. Но это, знаете, это очень похоже на какую-то махинацию, вот как хотите, какой-то вот подвох в этом всем есть. Поэтому прежде чем доверять человеку на букву «С», 10 раз перепроверьте информацию, 10 раз перепроверьте, что на самом деле происходит. И еще я вижу у вас единичка, которая мне говорит о том, что вы защищены высшими силами. Это знак начала, это знак того, что вы у истока. Здесь, конечно, злоупотреблять защитой высших сил не стоит, потому что высшие силы, они у нас, как обычно, переменчивы. Да, сегодня люблю, завтра погоняю. Поэтому, мои дорогие, не провоцируйте судьбу, не провоцируйте судьбу на всякие неприятные моменты. И берегите себя, вот в прямом смысле берегите, потому что у вас опять я вижу факел, причем он такой, знаете, он как бы факел, и он же похож на меч. Как бы вот эта ваша страсть, да, например, если это случайные какие-то связи, да, я ни в коем случае там никого не осуждаю, наоборот, да, я всегда говорю, если девушка там свободная, одинокая, либо чувствует себя такой, если есть возможность, конечно, вот такая таблеточка счастья, выброс эндорфинов, они всегда очень полезны, да, но только нужно дозированно, как бы вот эта ситуация потом не стала для вас болезненной. Поэтому, мои дорогие, то, что страсть у вас случится, это однозначно. Там в большом рисунке я видела, да, здесь вот повторяется напоследок тоже эта страсть, но она в меч переходит. Меч, ну понятно, да, это какая-то вот рана, какое-то колющее обстоятельство. Поэтому будьте аккуратны. И здесь просто два лебедя, понимаете, но два лебедя, они перевернутые. И перевернутые лебеди говорят о том, что любовь, ну, на данный момент несостоятельная, да. Это больше похоже на влюбленность, на такую легкую, на флирт, да, на такие вот отношения именно легкие. Поэтому, мои дорогие, чтобы не было там болезненных ситуаций, вы уж, пожалуйста, там относитесь соответственно, да. И ну, постарайтесь, чтобы вам не было больно. Постарайтесь, ну, не привыкать к этому человеку, что ли, не знаю. Такая ситуация. Мои дорогие, мне ваш песочек понравился, мне понравилось сегодняшнее гадание. Оно такое, знаете, очень какое-то эмоциональное, очень теплое и обещает вам большой успех. Вот как хотите, что-то очень большое и очень прекрасное ворвется в вашу жизнь, причем вот в самое ближайшее время. Мои милые,
Ну, желаю вам только счастья, добра и радости, мира в душе и всего того, что вы заслужили, достойны и должны получить. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, как обычно, если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. Жду от вас предложений по новым темам. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.